Традиционно на совещании в правительстве поднимают актуальные темы на текущий месяц. Одна из таких – сдача единого госэкзамена. Проверка знаний выпускников стартовала 23 мая и продлится до 21 июня. Для сдачи ЕГЭ открыто 10 пунктов проведения экзаменов и 1 пункт на дому. В региональной информационной системе заявлено 3127 участников. У нас 7 июня ЕГЭ проходил на 3 пунктах. Это предмет был информатика, английский язык. Заявлено общее количество участников 223 было. Явились 165. Удалено 7. Досрочно по состоянию здоровья у нас покинул 26 человек. Начало лета – период, когда в республике остро стоит вопрос с подачей воды. Основные проблемы водоснабжения в летний период связаны с сельскими поселениями Инарки, Сагапши, Пседах и второй микрорайон Малгобека. На сегодня, по данным Минэнерго Республики, нехватки ресурса нет. У нас на сегодняшний день по республике более-менее ситуация с водоснабжением. За исключением нескольких там улиц в Сунже, которые произошли отключения по Харланово, электроэнергии, но сейчас восстанавливают, за счет чего погорели у нас средства индивидуальной защиты. И сейчас восстанавливают их. В Инырках, в Пседахе, в Сагапшах вода есть по нижней части. У нас проблемы вот прошлую ночь, прошлый день и вот утром были из-за отключений Россети отключали несколько раз, отключали Кантышевский водозабор, отключали Харланово, отключали Магаз Плиева и Назрань Плиева. Отключили. Но сейчас восстановительные работы идут. Я думаю, что таких больших потерь мы из-за того, что были отключения, не произошли. На следующей неделе исполняется 20 лет со дня трагического события в современной истории Ингушетии. 22 июня 2004 года было совершено нападение на сотрудников правоохранительной системы республики. В ту ночь Ингушетия потеряла около 100 сыновей. Также в этот день мы отмечаем 83-летие начала Великой Отечественной войны. Запланировано нами мероприятие тоже на мемориале памяти и славы. 22 числа мы планируем провести мероприятие возложения цветов. Также во всех муниципалитетах будут подготовлены тоже мероприятия различные, которые пройдут в ДК, в культурных центрах. Также будут проведены акции «Свеча памяти и славы», посвященные в том числе и дню начала Великой Отечественной войны, «Лучи Победы» и иные федеральные мероприятия. В республике продолжается работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Данная работа проводится по инициативе Управления Росреестра в республике. Указанные предложения федеральной службы поддержаны главой Ингушетии и правительством. Эффективная работа в указанном направлении приведет к уменьшению количества бесправных объектов недвижимости и значительно повысит собираемость земельного и имущественного налогов. По предварительной информации Росреестра, в настоящее время в регионе более 25 тысяч объектов недвижимости, используемых гражданами, на которые фактически не зарегистрированы права и, соответственно, на которые не начисляются налоги. Следует отметить, что указанная цифра определена только согласно сведениям ЕГРН, Единого государственного реестра недвижимости. Вместе с тем, как показало обследование ряда муниципалитетов под подворовой поуличный обход, что указанное количество объектов кратно выше. То есть, если мы, например, берем какую-то улицу в муниципалитете, согласно сведениям ЕГРН, там 10-15 объектов. Фактически обход улицы позволяет выявить еще 50 участков и, соответственно, 50 домов. То есть, на некоторых улицах в 10 раз больше. То есть, мы можем говорить о том, что у нас не 25 тысяч, а ориентировочно около 100 тысяч объектов недвижимости, на которые не зарегистрированы права и не начисляются налоги. С учетом изложенного, полагаю, необходимо принять дополнительные меры, направленные на повышение указанной работы. Эффективная работа в указанном направлении приведет к уменьшению количества бесправных объектов и значительно повысит собираемость земельного и имущественного налогов. Эту работу мы заставим сейчас их наводить, как бы это ни было жестко. Просто нет финансов, вы же видите, что происходит. И жителям нашим надо объяснять, что платить надо. Если государство платит льготы, то хотя бы заплатите за проживание, за свет, газ, воду. На совещании также поднимались вопросы празднования Дня России. Главное мероприятие, посвященное этой дате, пройдет 12 июня утром во Дворце культуры Назрани. Кроме того, говорили и о ходе весенней призывной кампании. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Ахмед Парчиев,
МАГАЗ-24.